Hey, what's up? Эй, ребята, Тайлер с надежной командой. У меня есть некоторые очень загадочные новые видеоролики НЛО из Лос-Анджелеса, тогда я хочу показать вам, ребята. Но сначала я хочу поговорить о новом отчете, который просто попал в сеть, подтверждая тот факт, что наблюдения о НЛО имеют больше чем в 3 раза за последние 16 лет. Поэтому согласно новым отчетам нашего друга Джона Остина на Экспресс, а также в CBS News, эти статистические данные были собраны в новой книге, написанной с использованием баз данных двух крупнейших мировых организаций, посвященных регистрации НЛО и чужих отчетов и встреч по всему миру. И это называется справочной службой наблюдения за НЛО, и она написана женщиной по имени Шерил Коста, которой 65 лет из Сиракуз, Нью-Йорка, который в этой книге использует более 121,000. Я наблюдаю за счетами в Штатах, записанных отдельно взаимной сетью НЛО, иначе известными как MUFON и National UFO Reporting Center, иначе известными как NEOFORC. Поэтому в период между 2001 и 2015 годами мы стали свидетелями того, что действительно мы уже знаем о трехкратном увеличении наблюдений НЛО через и в этой книге рассматривается время и место инцидентов и типов НЛО, которые включают в себя круги с круговыми движениями треугольников, овалы и наши любимые сигары. И, по словам Шерила, бывшего военного техника и аэрокосмического аналитика НАСА и Агентства по охране окружающей среды, решил, что большинство из этих наблюдений объясняет цитату, но что небольшая сумма все еще не может быть объяснена. И просто боковая записка здесь. Я расскажу вам, ребята, есть тонны этих наблюдений, которые еще предстоит объяснить, конечно, что НАСА и правительство собираются преуменьшить легитимность НЛО и чужеродного явления и заставить его казаться, что это всего лишь небольшое предельно вероятное объяснимое явление, но это не так. И я думаю, что вы, ребята, знаете это, и поэтому статистика показывает, что по крайней мере в Соединенных Штатах наблюдения о НЛО выросли с чуть более 3000 докладов в 2001 году до почти 12 тысяч в 2015 году, и поэтому это выглядит как очень интересная книга. Но вы знаете, я просто хотел затронуть тот факт, что данные не лежат, наблюдения растут, и вы, ребята, думаете, совпадение того, что по прошествии десятилетий по мере того, как мы постепенно становимся все более и более технологически развитыми, и не только это, но мы медленно и уверенно начали, когда общество стало гораздо более открытым для идеи инопланетян и того факта, что мы, если вы посещаетесь, и совпадение, что, поскольку мы, как люди, становимся все более открытыми, что эти наблюдения растут с одинаковой скоростью. Вы знаете, мы всегда думали, что происходит какое-то мягкое раскрытие, что я считаю, что оно происходит прямо сейчас. Первое, с правительством и средствами массовой информации, которые на протяжении многих лет были едва ли не капельным свидетельством пришельцев, которые совпадали с движением за раскрытие информации и растущим признанием науки и чужие теории. Но я также считаю, что мы наблюдаем очень медленное раскрытие от тех, кто на самом деле из-за пределов нашей планеты, или все больше узнаем о нас, поскольку мы являемся очень веской причиной и хорошей оценкой того, почему мы видим тройную, решив, что мы сделали. Прежде чем по другой причине, в основном у нас больше людей, которые смотрят этот парень, у нас больше людей, которые знают об этом явлении, у нас больше исследователей и НЛО и каналов, подобных этому, которые все больше и больше людей обращают внимание на средства массовой информации, показывают больше наших видеороликов. И, конечно, у нас сегодня много телефонов, больше камер, было сделано гораздо больше видео, поэтому было только вопросом времени, что мы увидим больше наблюдений НЛО. Но я думаю, что это немного из всех трех из тех, кого мы получаем больше воздействия в средствах массовой информации, которые мы получаем больше воздействия от тех, кто не от этой планеты, поскольку мы открываем свои мысли и сердца идеи, что они здесь, и у нас,
Очевидно, есть тонна технологий, поэтому мы собираемся увидеть много этого. Но ДАЭС подтвердил, что данные здесь, и я думаю, что это очень захватывающее время. Очень захватывающее, поэтому на очень интересное наблюдение НЛО, которое только что вошло в него, было захвачено 7 мая человеком по имени Патрик из Лос-Анджелеса. Он прислал мне 2 клипа, так что идите и проверьте их. The fuck is that? Yo, are you fucking kidding me? Now there's a... Alright, so now there's a plane coming by just where it was. There it is. Издеваясь надо мной. Теперь есть так, самолета, пришедшего именно там, где был увлекательный кусок фото, отправленный по электронной почте Патриком из Лос-Анджелеса, который сказал, что в дневное время он занимался фотографией, когда ему приходилось прерывать его, чтобы захватить столько видео и фотографий. Этот НЛО мог бы он сказать, что эта вещь была безмолвна и легко перемещалась по небу. Он также сказал, что он мог видеть, что такое аура вокруг корабля в определенное время, но он, очевидно, понятия не имел, что это за вещь. Это очень странная форма для него, не так, как если бы вы думали о беспилотном самолете или о вертолете, что-то вроде этого. И это похоже на изменение форм в разы, что, очевидно, указывает на то, что это не какое-то искусственное ремесло. А до концу второго видео мы видим плоскость, которую, по словам источника, следует за этим объектом, хотя я не может быть уверен, по крайней мере, это так, как он смотрел на него. Ну да, я хочу посмотреть. Видел ли кто-нибудь в Лос-Анджелесе эту вещь? Видя что-то подобное, отправляй мне электронное письмо или видеозапись, которую я люблю проверять. Поэтому я хочу поблагодарить Патрика за то, что он послал это, и в других новостях самые загадочные секретные самолеты ВВС Спачи называются X-37B, которые мы сделали на пару недель назад, только что приземлились на Землю после завершения 718 дней в космосе, делают то, что мы не знаем, и все, что ВВС нам скажут, это то, что он делал цитату на экспериментах на орбите, и поэтому вы хорошо знаете, что это за черт, и это тоже трудно сказать, потому что люди взряжаете, и вы управляете этой миссией, только говорите об этом, используя эти очень расплывчатые термины, и если вы не сделали этого, видео,
которое я опубликовал пару недель назад, мы говорили о секретном космическом самолете и вроде бы выглядели как мини-шаттл. И он был в космосе в течение последних почти 800 дней в секретной миссии. Я знаю, что это значит. Мы не знаем, что он делает. У него есть полезная нагрузка, которая еще более классифицирована. Так что вы знаете, что было много теорий относительно того, что эта вещь была отправлена туда, чтобы некоторые люди полагали, что она носит какое-то космическое оружие для того, чтобы выбить вражеские спутники. Другие люди полагают, что эта вещь была отправлена туда после того, как мы обнаружили какой-то аномальный неизвестный объект в космосе, что-то не наше, и что этот самолет был отправлен туда в миссии, чтобы найти его, наблюдать за ним и собирать данные, чтобы уничтожить его. Не знаю. Но правительство не говорит, и поэтому этот орбитальный испытательный автомобиль, как его называют, остается загадкой, и он вчера приземлился, совершив более 2 лет в космосе, вращаясь вокруг нашей планеты, делая что-то, о чем нам не дают знать. Поэтому не забудьте оставить вас, ребята, обновленными на этом самолете и сообщите мне, если у вас есть какая-либо информация об этих парнях. У вас есть информация об этом визировании в Лос-Анджелесе. Поэтому спасибо вам, ребята, за то, что остановились сегодня. Если у вас есть собственный кадр или информация, мне нравится, когда я публикую сообщения. Не стесняйтесь писать мне по электронной почте или следовать за мной ВКонтакте.